Канадская деревня, конечно, это попали как будто в кино. Но музыка, согласитесь, она действительно погружает. Музыка состоит же из вибраций. Я иногда забываю покушать, это бывает часто, жена стучится. Коля, пора кушать. У вас супруга певица. Да. Ну, большинство моих песен, наверное, написаны для Вероники. Да. Конечно же, ты написал что-то достойное, ты будешь чувствовать себя, не знаю, там, королем мира. Оно может и помочь, и может и тебя погубить. Умный человек никогда не пропадет. Николай, добрый день. Добрый день. Николай Михеев родился в городе Вилюйске. Окончил высшую школу музыки имени Босикова по классу фортепиано, Санкт-Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова, аспирантуру Московской консерватории имени Чайковского по классу композиции. Ведет специальные предметы на кафедре истории и теории музыки Высшей школы музыки. Является основателем класса компьютерной музыки и аранжировки. В 2021 году избран председателем Союза композиторов Якутии. Ведет активную педагогическую, творческую, концертную, гастрольную деятельность. Среди его работ первая юкагирская опера «Юко и Анеке», симфоническая фантазия «Таская», симфоническая поэма «Арктика», этнобалет, музыка, кино. Является организатором ежегодного международного дальневосточного симфонического семинар-форума для молодых композиторов и музыковедов. Сейчас вы работаете над многими проектами, в том числе и над анимационным продуктом для НВК «Саха», да? Да. Чему мы очень рады. В начале нашего разговора хотелось бы прокрутить вот эту ленту жизни назад и вернуться ваше в детство, да? Поскольку мы в детстве, каждый из нас, да, большинство даже великих людей говорили, да, то, что они проигрывают свое будущее. Был ли окружен музыкой? Насколько мне известно, ваш дедушка тоже, да, выдающаяся личность, и человек, который внес свой вклад в развитие культуры музыкальной. Да, в детстве действительно меня окружало много музыки. Мой папа очень любил играть на фортепиано и гитаре. У мамы отличная лирическая сопрано, а дед всегда играл, когда говорят, я маленький, когда, чтобы меня улюлюкать, усыпить, я играл на музыкальных инструментах. И, видимо, это дало какие-то плоды, что я именно профессионально занимаюсь музыкой. Действительно, детская среда очень музыкальная. А насколько мне известно, у вас родители учителя? Ну, у меня отец не учитель, а настройщик. Это очень сложная профессия. То есть он настраивает большие концертные рояли и фортепиано. А мама у меня учительница якутского языка и преподает оламхо в высшей Как школе. интересно. Да. И еще сопрано. Да, отличная сопрано. Вот такое лирическое. А устраиваете у себя дома такие музыкальные вечера? Ну, мама часто участвует в различных конкурсах, где певцы, любители. И ей это очень нравится. Я с удовольствием ей пишу аранжировки. Вот, да. Я свою маму поддерживаю, очень люблю и всегда радуюсь, когда вижу ее на экранах телевизора. Кто увидел твой талант? Мама, папа, дедушка, да, поскольку все действительно, как ты говоришь, люди в музыке, да? Ну, первый увидел, наверное, дедушка, скорее всего. А потом меня в 7 лет отдали в музыкальную школу. Я поступил в класс фортепиано. У Александра Морозова обучался до 2 класса. И потом я поступил в ВШМ. Высшая школа музыки, Высшая школа музыки как раз 93-94. И в городе Нюрбе была большая комиссия отборочная. Там очень жестокий конкурс был. Там из 100 детей где-то 3-2 отбирали. Я помню, со мной поехал мой двоюродный брат, и, к сожалению, его не взяли. Ну вот, канадская деревня, конечно, это был шок, когда первый раз дети мы попали как будто в кино. Там те же самые двери, как «Один дома». Сцена из фильма. Да, все ассоциировалось с кино. Все новое, Все красивое. новое, красивое. И
как в таких условиях невозможно стать хорошим музыкантом. Думаю. Прекрасно. Ну, по-моему, сейчас ты преподаешь там. Да. По окончанию консерватории я сразу приехал и открыл здесь класс музыкальной аранжировки. То есть это бакалавр, где мои студенты обучаются и компьютерным технологиям, и написанию для академических составов, там, для струнных инструментов. Ну, конечно, мы для большого симфонического пока не пишем. Это уже немножко другой формат. Факультет для такого нужен именно композиторский факультет, а у меня музыкальная аранжировка. И мои студенты сейчас успешно работают. Два моих выпускника в педколледже работают. Ага. Вот сейчас у меня обучается 4 студента, то есть очень хороший поток. Ну, опять же, они по окончанию получают диплом музыкальная аранжировка, то есть не композитор. В своем интервью «Столетию ЯССР» ты сказала замечательные слова, мотивирующие и обнадеживающие о том, что хочешь взрастить да, новое поколение композиторов. На сегодняшний день сколько ребят подают надежды? Вот в этом году из Башкирии приехала девушка Заравняева Сардана. Она обучалась 5 лет по композиции у Лейлы Загировны Исмагиловой. Это дочь великого башкирского композитора. Вот, и это очень хорошая новость. И еще один мой ученик, который у меня обучался факультативно в канадской, он сейчас обучается в Московской консерватории. Студент 3-го курса композиторского факультета. И он прямо стремится приехать на родину и тоже, как я, продвигать классическую, академическую музыку. А что важно, чтобы стать хорошим композитором? И это же, как сказать, усидчивым надо быть. То есть ты погружаешься в этот мир и должен в этом мире, как сказать, находить краски. Это очень долгое время. То есть я иногда забываю покушать. Это было часто. Жена стучится: «Коля, пора кушать». А я все равно выхожу, когда все остынет. Вы очень популярны и известны тем, что реализовываетесь не только в классической музыке, да, но и на счету есть еще и опера, да, и пишете музыку к фильмам, да, как все известные композиторы мировые. Да, мне очень нравится работать в кино. Первые мои шаги в кино были с Марианной Скрипкиной. У нас там фильм «Нюргуннар», «Подснежники» был, «Семенчик». И, ну, самое известное — это, наверное, «Мой убийца». Режиссер Костас Марсан, мой очень хороший друг. И меня пригласили как композитора, и мне кажется, я справился с задачей на хорошем уровне. Этот фильм даже попал в шорт-лист на «Золотой глобус». Это, ну, для меня такая гордость была, и за нашу команду вообще. Но музыка, согласитесь, она действительно погружает, да, это одно из таких сильных, как обозначить? Музыка состоит же из вибраций, то есть Вот, это волна. да. А у нас вся жизнь состоит из вибраций, то есть сам человек тоже состоит из вибраций. Если эти вибрации остановятся, то он перестанет существовать, получается. И музыка — это колоссальный инструмент, он даже оздоровительный эффект. Я знаю, что беременные женщины слушают классическую музыку, потому что, говорят, там частоты именно из классической музыки благотворно влияют на плод. Вот. Благоприятно. Благоприятно, да. И, конечно же, детям тоже советую классическую музыку пропагандировать и обучать их, потому что... А как привить вкус хорошей музыки? Или ребенок должен все-таки сам послушать? Он, всё? наверное, должен сам послушать, потому что это же слуховой опыт. То есть чем больше музыки слушает ребенок, тем у него богаче будет слуховой багаж. Но также в интервью вы говорите то, что именно определение и частое прослушивание хорошей музыки, да, влияет на интеллект ребенка. Да. Не именно даже вот прослушивание, я сказал бы, а игра на инструменте, оно развивает обе полушария. То есть
То есть ребенок начинает пользоваться сразу одновременно обеими полушариями. И это очень помогает и в математике, и ну, вообще в любых сферах. То есть это доказано. Многие ученые музыкой занимались. Эйнштейн играл на скрипке, как я знаю. Вот. И мне кажется, в школах надо обязательно тоже давать обучаться на инструментах. Ну, то, что сейчас и происходит, да. Музыка для всех программа. А ваша методика преподавания в чем заключается? Как вы погружаете? Я даю свободу своим студентам. То есть я их именно не заставляю писать определенную музыку. Он как приходит, приходит со своей музыкой, уже написанной, и мы над этим уже работаем. То есть, возможно, там какие-то ошибки могут быть именно по инструментам. И дальше доводим до экзамена, где они получают за свою музыку оценки. Мгм. Как оцениваете? Ну, тут такой момент, да, сейчас же очень так популярно стало показывать начальные первые шаги великих известных великих. людей, да, кто-то ему говорит там плохо, да, не проявишься, и через несколько лет люди проявляются. Ну, это же определенная, как сказать, метод определенный. То есть танцоров постоянно говорят, что они плохо танцуют, то есть их чуть ли не бьют палками, но они же потом вырастают и становятся великими танцорами. Наверное, музыки... кстати, в детстве, да, иногда нам попадалось и били по пальцам. Даже так? Да, ну, у нас очень жестко было. Мы в день занимались по 6 часов. А если ты не дозанимался 6 часов, то твой час перекидывается на следующий день. Но зато мы стали, так сказать, наши выпускники ВШМ, сейчас филармония вся из выпускников ВШМ, и театр оперы и балета тоже полностью почти из наших выпускников. Кузница кадров. Да, кузница кадров. Я хочу поблагодарить, конечно, Михаила Ефимовича, что он был таким дальновидным. И это просто чудо, наверное, именно что в Якутске зародилась такая школа. В предварительной беседе, Николай, вы сказали то, что вот именно музыкальная культура у нас очень прям сильно развита, и на душу населения у нас очень много театров. Очень много театров. Что действительно похвально, что в других регионах, городах России, да, и бывших стран, да, СССР и так далее, вы сколько ездите, работаете, вас приглашают, и видите то, что у нас уровень намного выше. Да, у нас уровень выше, и у нас очень много разных театров. То есть театр танца, театр малочисленных народностей, театр оперы, балета, кукольный театр. То есть у нас, наших горожан, жителей Якутии, большой выбор, куда сходить. И это надо этим пользоваться. То есть в других городах вот такого разнообразия, ну, мало. Ну, конечно, в центральных городах, как Москва, Петербург, это само собой. Это само собой, да. А если взять Дальний Восток, то мы, безусловно, в лидирующих положениях. Вы и в кино проявляетесь, и, как мы сказали, и оперу писали, да, и есть какие-то короткие музыкальные фрагменты, которые тоже дарите. Сейчас, если мы берем темы, которые лежат на поверхности, даже бизнес стал привлекать людей, пишущих музыку, да, композиторов, чтобы они писали для, например, ресторанов, для встречи гостей определенного уровня, да, создают вот эту атмосферу. Были такие предложения? Да, вот я писал музыку всего для инаугурации Айсена Сергеевича. Это было, ну, когда он стал Ильдарханом. Я это сделал буквально за неделю. Это быстро написал, и все это прозвучало. Я такой, я часть истории, это так здорово. Вот, а вот для ресторана я еще не пробовал. Для коммерческих проектов. Ресторанную музыку я еще не пробовал, но мне предлагали. Даже мой друг из Кореи, мы с ним вместе учились в Санкт-Петербурге, он сейчас открыл свою школу в Южной Корее. Он у меня спрашивал: Коля, есть ли у тебя такая, ну, полуджазовая, легкая музыка? Здесь очень хорошо покупают, говорит, такую музыку.
То есть это целый бизнес, надо Это тоже... целый бизнес, оказывается, Да, потому да. что вот в предварительной беседе мы с вами говорили, да, то, что ресторатор Борис Зарьков Ага. специально для Да, да. своего одного ресторана включает такую музыку, что очень многим становится неуютно. Да? Приходят люди только с хорошими чеками. Даже музыка, оказывается, определяет, да, именно такую обстановку. Да. Ну, возможно, классическая музыка немного... Ну, не всем же понятно, поэтому, может быть, им это не нравится. А где вам хорошо? Где все равно бывает... Ну вот для инаугурации, вы говорите, за неделю быстро написали, что редкость, да? Для мультфильма мы пишем и пишем. Да? Пишем, и для меня это же как бы новое. То есть я впервые прикоснулся к мультфильму, и для меня это, да, очень увлекательно. А до этого я, кстати, работал с видеоигрой. Ну, немножко похоже, но все равно мультик ближе к кино, мне кажется. Да. Видеоигра. Какую музыку они требуют? Тоже развитие сюжетной линии, Ну, там различные, именно же для усиления эффекта делается. То есть обычно фоновая музыка, а есть знаковые места, где именно музыка музыкой. То есть видеоряд уже не сколько игра, как будто видео идет персонажа, и ты пишешь музыку. А вот на уровнях делается музыкальная петля, то есть музыка звучит бесконечно. То есть ты должен сочинить бесконечную музыку, чтобы она не надоедала и крутилась вечно. Кстати, сейчас, по-моему, это такой актуальный тренд, и используют и в шортсах, да, коротких видео, где музыка как бы заканчивается, но она продолжается. Да, это тоже определенная сложность. Это луп называется, луп. То есть там не должно звучать вот дефекты, он должен перетекать плавно. Да, незаметно, что человеку не должно казаться, что это то же самое пошло, а просто это бесконечная музыка звучит. Сейчас очень модно и трендово стало писать музыку на телефон и зарабатывать, ну, не будем скромничать, миллионы на треках, на маленьких битах, да, и это стало прям актуальным. Сейчас очень, кстати, модно писать для ТикТока, вот такие короткие треки. Ну, время же ускорилось, и сейчас даже минутные треки, они могут выстрелить спокойно. То есть молодежь у нас талантливая, я знаю много пишущих, которые зарабатывают вот на этом. У нас в Якутии? Да, в Якутии. Они же на мировые площадки сразу отправляют вот это. Я не очень хорошо в этом разбираюсь, но через интернет можно очень, как сказать, продвинуть себя и стать известным в определенных кругах, например, написание битов или даже для каких-то там рекламные вот, донглы, да, готовые для ТикТока музыка. И информации сейчас очень много обучающих. Те же самые в Ютубе вот стримы от известных музыкантов. Я даже знаю, что у Ханса Зиммера есть видеоуроки. Ага, сейчас, ребята, обучайтесь, сейчас все есть на поверхности. Главное, чтобы было желание и мотивация. А почему люди вот всегда ограничивают, да, себя? Ну, допустим, если возьмем вот сферу музыки, это нужно купить синтезатор или фортепиано, какие-то определенные инструменты. Почему отдельная категория людей очень любит усложнять это все дело? Да, на самом деле даже тебе даже телефон может сделать музыку. Это тот же самый GarageBand, он в любом телефоне есть. И большие студии, ну, не знаю, совершенно достаточно купить ноутбук и хорошие наушники, и ты можешь уже создавать музыку. Возможности рядом. Да, возможности, да, рядом. Николай, сейчас очень многие композиторы выходят именно действительно коммерческий поток, да? Да, писать музыку для коммерческих проектов — это одно, да? Но если брать, допустим, того же Ханса Зиммера, да, который пишет прекрасную музыку для фильмов и для других проектов, сейчас даже делает свои туры, да, свои туры. Есть ли такое желание в перспективе тоже сделать сборник из своих произведений? Да, надо бы этим заняться, кстати, сборник. У меня еще сборника не было. То есть, когда человек вечно в работе, он иногда забывает, оказывается, что надо заниматься наследием.
А вот у нас, скажу, что нет хорошего зала, чтобы записывать симфонический оркестр, и у нас такая беда есть. То есть мы вынуждены ездить в Петербург, Москву, чтобы писать оркестр большой или оперные составы. Ну, обещают с открытием Олонхо, культурного центра Олонхо, там будет... Такие возможности? Да, будут? такие возможности будут. И мне кажется, киномузыку даже сразу можем там будем писать. То есть, возможно. По-моему, музыку для кино, да, пишут в основном в Москве. Да, да, в основном в Москве. Но сейчас технологии дошли до очень высоких планов, где иногда даже не отличить симфонический оркестр, это звучит, либо сэмплер. То есть сэмплер — это те же самые живые звуки записанные, просто они лежат на харде и воспроизводятся когда через секвенсоры. И востребованность живого оркестра, к сожалению, уже падает. Ну, чтобы золотой фонд музыкальной Якутии пополнять, мне кажется, эти записи надо делать, потому что в советское время у наших композиторов был оркестр. Здесь, на НВК, отличная студия была, и очень богатый фонд остался именно вот композиторской якутской музыки. И это надо возрождать. Даже можно эту студию как-то восстановить. Ага. Поэтому вы прям зашли, увидели, да? Я не знал про эту студию. Да. Хорошо. Вот как раз-таки мы затронули эту тему, да, то, что сейчас не будет необходимости вот собирать действительно целый оркестр, да, и это все воссоздается электронно в интернете через Ну, это музыка для искусственный кино, интеллект. да. А концертная музыка — это совершенно другой мир. Поговорим про искусственный интеллект. Тоже сейчас мы говорили о том, что сейчас можно вот так запрос кинуть в сеть, да, и оно выдает тебе уже музыку. Нейросеть, да, уже научилась делать музыку. Ты вводишь параметры, жанр, там, темп, стиль, и он тебе выдает что-то похожее на такой стиль. Ну, это еще не так хорошо. То есть, ну, как может, как идея, может, для начинающего музыканта, неплохой инструмент. Но это страха, же, что вытеснит всех композиторов? Нет, это невозможно будет. Это невозможно. Потому что музыка настолько тонкая материя, это только человек, наверное, может сделать. Год назад у меня был разговор с футурологом из Высшей школы экономики, который сказал, что умный человек никогда не пропадет, и потребность всегда будет. Да. Поэтому не бойтесь, что искусственный интеллект захватит этот мир. Да. Сейчас одна из тоже проблем — это защита авторских прав. Очень многие берут музыку, ставят на свои видео, и это уходит в сеть. Недавно был в поездке, где было собрание РАО, это Российское авторское общество, где мы голосовали и принимали какие-то новые законы авторские. И я увидел и услышал, что они начинают уже на таком серьезном уровне уже работать и будут, да, следить за авторскими. И, да, судить будут, кто будет красить. Это очень серьезно. Но с одной стороны, допустим, если брать брендинг, да, очень многие известные авторы, да, будь то поэзия, будь то какой-то интеллектуальный, да, контент, они говорят, что это реклама. Да, это бесплатная реклама, когда шерят, когда забирают твой интеллектуальный труд, да, и идет работать на твое узнавание. Ну, это же тоже, то есть это взаимопомощь, получается? Это получается взаимопомощь. В сегодняшнем мире можно расценивать как взаимопомощь. Я не знал. Буду изучать. Хорошо. Так, про будущее поколение. Ну вот, если брать ваш путь, да, вас направили дедушка, да, родители, а вы сейчас еще и обучаете, да, детей, у вас свои студенты, ученики, и чаще как, да,
Есть ли такие живые примеры, дети, которые сами захотели и сами пришли заниматься музыкой? Либо Мы- все-таки это на первом этапе родитель должен определить? Это именно в каком возрасте? Или в любом? Да в любом. В любом? Да, вот при поступлении. При поступлении они сами приходят. Вот, у меня опыт такой, а мои студенты сами, желая сочинять, приходят ко мне. То есть хотят погрузиться в мир. Но это же не на широкую массу, допустим, Да-да. работает, да, сейчас. ж Это профессия абсолютно такая. штучный товар. Композитор — это штучный товар. В процентном соотношении, да. Нас мало. Тем более в Якутии нас можно пересчитать по пальцам. Нас в Союзе композиторов сейчас 6 композиторов. Ну, в этом году у нас Ардана появилась, и замечательная цифра 6 у нас в этом году. Мгм. А, Что вас вдохновляет? Вдохновляет абсолютно все. Это может быть и какая-то поездка. Ну, я люблю очень путешествовать. Это дает мне очень много каких сил, можно сказать, да. И впечатления, которые увиденные там, могут влиться в музыку спокойно, да. Или кино посмотреть хорошее, тоже очень такой эмоциональная подзарядка. Очень люблю у себя на даче сочинять музыку. Например, к балету «Харасахыл» полностью я музыку писал на даче. Когда мы созванивались, вы как раз, по-моему, были на даче. Да, Над я чем был на работаете? Я работаю над очень многим сейчас, да. Ну, в основном над вашим мультиком. Замечательно. У вас супруга певица, Да. тоже преподаватель, Ага. Вероника Михеева, мы все ее Да. любим, знаем. Как у вас вот этот тандем музыкальный, вы смешиваете, все равно работу перетаскиваете домой? Ну, мы, как сказать, мы дома отдыхаем, на работе работаем. Ну, у меня есть домашняя студия, где моя жена очень часто записывает певцов-любителей и обучает. Основная ее работа — это, конечно же, педколледж. Она преподает академический вокал, также и эстрадный. Ну, она по образованию классическая оперная певица. Мгм. А вы сознательно выбирали в партнеры Жену? человека, который из этой сферы, чтобы вас Нет, понимать? это совершенно случайно получилось. Но мне сказали, у всех композиторов почему-то жены вокалистки, оказывается. Ну, то Есть такая да, я не тенденция. исключение. Да. Ага. Вероника вдохновила вас на какое-то... Ой, конечно, да. Я вот много эстрадных песен для нее написал. Ну, большинство моих песен, наверное, написаны для Вероники. Вы работали над оперой Мгм. с Костасом Мгм. Марсан. Это вот первый опыт. Мгм. Каково было, где набирались опыта? Я получил либретто от Николая Курилова, и так совпало, я как раз поступил в аспирантуру в Москву к Александру Владимировичу Чайковскому, он очень большой человек. И как-то было, я ощутил поддержку, если у меня какие-то вопросы возникнут, конечно же, я пойду к шефу и буду спрашивать. Но я ни разу не спрашивал, я уже готовый продукт ему принес. А над либретто мы с Костей начали работать в Москве. Мы поменяли очень много там, потому что мы линию хотели показать именно любовную линию, чтобы было людям интересно посмотреть именно не только на убийство, а чтобы на любовь люди смотрели. И эта опера, получается, первая в мире югоирская опера. И у нас это все получилось, потому что премьера была здесь, в Якутске, большим успехом прошла. Было 4 спектакля. И, конечно, самые большие эмоции были во время репетиции, когда ты смотришь написанная тобой музыка, вот перед тобой оживает. Это мурашки по коже, это вообще наэлектризовываешься, и потом себя очень долго приходишь. Мгм. Но также вы говорили то, что после как раз-таки премьеры да. оперы ушли вот именно такое состояние. Это называется эмоциональное перегорание. Ну, это у всех бывает, и у художников. Я после оперы сделал очень глупый
поступок, я сразу же принялся над работой, над новой работой. Мне заказали балет. И да, а после балета я уже как-то у меня усталость появилась от музыки, и я решил тогда отдохнуть и очень путешествие, да. Если ты устал, отправляйся в путешествие. Мгм. Новые декорации Да. всегда привносят что-то новое. Да, человек А отвлекается. как важно для вас, Николай, окружение? Окружение очень важно, да. Не люблю грубых людей, например. Я больше люблю позитив. То есть всегда мыслите на позитивном уровне, и у вас будет все получаться. Мгм. Ну, это ни для кого не секрет. Также мы поговорили с вами об эго Эго? человека, да, которое ведет, да, и в принципе оно Оно может и помочь, и может и тебя погубить. губит, да. Да. Мгм. Ну, работа над эго у каждого композитора или художника, это всю жизнь, наверное, идет. То есть, конечно же, ты написал что-то достойное, ты будешь чувствовать себя, не знаю, там, королем мира. Ну, всегда надо немножко приземлять себя и посередине быть. Мгм. Иначе можешь сгореть. Что помогает заземлиться? Приземлиться, супруга. Ну и, конечно же, Самый главный критик. Да, самый главный критик — это же, конечно же, моя жена. И ну, со стороны же виднее, как ты себя ведешь в обществе. Мы все, когда взрослеем, процесс взросления же это очень увлекательно. То есть ты можешь стать вообще другим человеком. Завтра проснуться совершенно другим человеком. То есть в одну и ту же реку не войдешь. Мгм. Никогда не знаешь, что Да, будет завтра. да. Мгм. Вчера я вычитала замечательную вещь по поводу цели. Кстати, считаешь себя целеустремленным человеком? Да. Цель стать известным мировым композитором. Если это получится, то моя семья, мои родственники будут очень довольны. Мгм. И ты как? Ты ставишь эту цель и потом делишь все это на подзадачи и двигаешься к этой цели? Нет, пока, как говорится, вот я плыву по течению. То есть, надо бы, да, цели ставить. То есть уже возраст подходит. Не думайте, что я такой молодой, мне 38. Ну, да. Для композитора вообще возраст не имеет значения. То есть он может и в 70 лет стать известным, и в 80 даже. Мгм. Почему я об этом сказала, про целеполагание и вообще про цель, да? Что, оказывается, не обязательно ставить цель. Есть люди, которым цель сама двигается. Вот со мной Да. такое происходит. Да, оказывается. заниматься своим любимым Да, делом, любимым делом. расправить паруса и самое главное — выбрать правильный курс. Мне кажется, вы находитесь как раз-таки именно в своем любимом деле и развиваетесь в нескольких направлениях, да, и в современной музыке, да, сотрудничаете с молодежью, насколько мне известно, еще и пишете хип-хоп. Да, у нас есть команда Star White, там очень много битмейкеров, различных музыкантов, певцы, звукорежиссеры. И довольно успешно работаем, да. Мгм. Даже альбом «Крэк», вот известный рэпер из Питера, 50% треков — это Star White был. И это большая гордость. Замечательно. Но это же сейчас перспективное Да, такое направление. перспективное, да. Очень многие ребята как раз-таки просто на телефоне монтируют, на телефоне набирают вот эти... Это гораздо известнее получается. Как людям больше нравится, наверное, песенный жанр все-таки. Он более легкий, его можно слушать везде, то есть или как фон. Готовишь еду, включил песню, и у тебя все уже заиграло. Мгм. Вот. И в завершение нашей беседы и продолжая тему целей, хотелось бы сказать, что занимайтесь любимым делом, потому что цель, которую вы наметите, стать известным композитором мировым, да? Возможно, как Ханс Зиммер, Да, неплохо было бы. обязательно сбудется, потому что
Вы вдохновляете, вы обучаете, вы существуете, и вы есть в своей профессии. Мгм. Так что, чтобы все намеченные и все ваши мечты, скажем так, да, сбылись. Спасибо большое. Спасибо за интервью.